Утром в субботу, как обычно, собралась и пошла на работу. Ингушских детей в садике вообще не было. Значит, это говорит о том, что они знали? Это говорит о том, что они уже знали об этом. Ни одного ребенка ингуша в садике не было. Мы постояли, подождали, пока заведующая не придет. Пришла она и говорит: ну ни раз нету детей, расходитесь по домам. Дошла я до трассы от садика. А там уже и БТРы, и люди вооруженные уже бегут к центру. Это они к милиции бежали. Перешла я дорогу, все соседи наши собрались, плачем. Дома все они обыскали, оружие искали. Мужчин хватали, вот как зверей диких. Толкали в машины и забирали. Мы еще уцепились за своего соседа. Но они говорят нам, вот мы к нему подошли и говорим: ну что же, он, глаз у него один, больной у него один глаз, ну куда же вы его забираете, чем он вам может угрожать? Запомните, говорит, раз и навсегда, женщина, за одного убитого ингуша вы поплатитесь 10 убитыми осетинами. Когда все это началось, я с детьми убежала. Вот через эту улицу, через речку мы убежали. Свекровь осталась с моими ингушами. Потом пришли наши соседи ингуши. Моего мужа забрали, свекровь мою избили, выбросили. Соседи забрали. Сколько времени? До сих пор про моего мужа ничего не известно. Заложник попал, да, даже в списках заложников его нет. Последний раз его в Майском видели. С тех пор никаких вестей от него нет. И теперь вы уезжаете, да? Теперь я уезжаю, потому что здесь очень страшно оставаться. Старушка приходит и говорит: знаете, говорит, Алика, говорит, Демурова выкинули на трассе. Там она рассказала, вот в каком месте, говорит, его выкинули. Если бы вы, говорит, видели его тело, это, говорит, немцы во время войны такого не делали. Я по национальности украинка. Живу здесь, во Владикавказе, с 15 лет, с 56 года. Кажется, что вся моя жизнь здесь прошла в этом городе, в этом нашем поселке. И, конечно, с болью мы вспоминаем это все, как даже не знаем, что это было. Это как смерть, какой-то страшный сон. Сейчас вот все разрушено. Наше предприятие родное, которое мы в 1957 году строили, по камушкам собирали. Сейчас пришли, все развалено. Где мы, вот в настоящее время, где вот поселок? Это наш хлеб был, и тот наш развалили. Отняли нас все последнее, все. Люди и не люди. И даже трудно ответить на этот вопрос, как можно решить. Ведь тоже жалко, их семьи тоже остались голые, раздетые, у них погибли там мужья, все это. Но российское правительство, наше правительство должно все взвесить правильно, трезво все рассудить и решить. И спросить у народа тоже, походите спрашивать, а как вы хотите? Будете вы вместе жить с такими нелюдьми, которые как издевались над детьми, над это же ужас.